Это новости экономики на Якутия-24. В студии работает Нургуяна Иванова. Крупные российские и зарубежные компании проявляют интерес к строительству моста через реку Лену. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев. В списках потенциальных партнеров находятся крупнейшие госкорпорации, финансовые институты Российской Федерации и крупнейшие иностранные компании. Эти консорциумы готовы реализовать проект в частной концессионной инициативе. Напомним, ранее стало известно, что проект строительства моста через реку Лену в Якутии вошел в проект национальной программы по развитию Дальнего Востока. Конечно же, то, что на сегодняшний день огромная территория Якутии, она находится вне зоны круглогодичного дорожного сообщения. Вот в осенний период, весенний период это уже абсолютно серьезный тормоз для социально-экономического развития республики. И, конечно же, этот мост нужен не только городу Якутску, он на самом деле нужен и всей Западной Якутии. Это на самом деле связующее звено между федеральными дорогами Лена, Колыма, Вилюй. И уверен, что и для президента этот аргумент тоже был очень важен, что как раз впервые в истории у нас от Мирного до Магадана в случае строительства Ленского моста, в случае строительства мостов через Вилюй и через Алдан мы сможем получить круглогодичное дорожное движение, ну и с возможностью потом уже выхода от Мирного на Иркутскую область. В этом случае впервые страна получит вот такой выход на Тихий океан, не вдоль южной границы страны вот, российско-китайской, а уже достаточно вот по, скажем так, называемому северному широтному ходу. Мост через реку Лену сможет пропускать более 6 тысяч автомобилей в сутки в 2044 году. Длина основного моста составит 3121 погонный метр. Длина автодорожных подходов к мосту составит около 11 километров. Об этом сообщили в Департаменте социально-экономических исследований научно-исследовательского и проектного института территориального развития и транспортной инфраструктуры. Отметим, что институт выполнил заказ правительства Якутии и создал транспортную модель проекта строительства. Стоимость по предварительным расчетам составляет 83 миллиарда рублей. Агентство по развитию человеческого капитала, которое сейчас обеспечивает квалифицированными кадрами регионы Дальнего Востока, начнет полноформатную работу в Арктике с 2020 года. Агентство будет прогнозировать потребность в кадрах для арктических проектов. Кроме того, агентство вместе с регионами будет готовить предложения по изменению системы подготовки специалистов для Арктики, в том числе по пересмотру квот на обучение. План на 2019 год по программе расселения из аварийного жилья полностью выполнили в Якутии. В числе регионов, которые выполнили планы по переселению, также Ямало-Ненецкий автономный округ, Пермский край, Кемеровская и Тюменская области. В новое жилье переехали почти 25 тысяч человек. Расселение граждан из аварийного жилья ведется по федеральному проекту обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, который входит в состав нацпроекта «Жилье и городская среда». Согласно проекту, к концу 2024 года объем расселенного аварийного жилого фонда должен достичь 9,5 миллионов квадратных метров, а число переселенных граждан более 500 тысяч человек. Первые 104 якутян, пострадавших от недобросовестных застройщиков, получат компенсационные выплаты. Положительное решение по выплате компенсации было принято по 56 проблемным домам в 8 регионах страны. Помимо компенсационных выплат, проблемы пострадавших могут быть решены путем завершения недостроенных объектов. Якутия предлагает одну из наиболее высоких зарплат инженерам. В целом работодатели Дальнего Востока нуждаются в более чем 90 тысячах инженеров. Так, наиболее высокооплачиваемые вакансии для специалистов инженерных профессий открыты в Магаданской области, Забайкальском крае и Якутии. Средние цифры по этим регионам для инженерных специальностей – 138 тысяч, 116 тысяч и 80 тысяч рублей соответственно. Всего специалистов в области инженерного дела, технологии и технических наук ждут на предприятиях в каждом из 11 регионов Дальнего Востока. Якутская птицефабрика была отобрана одним из 5 первых предприятий в республике для участия с 2020 года в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости». В рамках проекта на предприятии реализуется комплекс мер по повышению производительности труда. Ведется оптимизация производственных процессов, внедрение инструментов бережливого производства и мотивации персонала, а также обучение руководящего звена и сотрудников. Отметим, что в год предприятие производит около 60 миллионов яиц. С расчетом реконструкции и открытия новых промышленных цехов объем производства яиц должен увеличиться до 100 миллионов яиц в год.
На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.